Через полгода после начала специальной военной операции нейрохирург Александр Егоров решил сменить белый халат и медицинскую маску на балаклаву и армейский бронежилет. Сперва был шок, конечно. То, что это не так, скажем так, восприятие во многих, да, тогда было, что это где-то далеко, это нас вообще не касается. Ну, те, которые следили за событиями, конфронтации политиков Запада и нашего правительства, они понимали, что это не все однозначно так, как кажется на первый взгляд, потому что это было, скажем, противостояние нас и Запада. Я тогда уже понял, что уже дело как-то принимает серьезный оборот. И поэтому мобилизации, я насчет этого ничего не думал. Если призовут, то поеду. В этом ключе я, как сказать честно, ожидал, возможно, мобилизации сам. Но было много знакомых, которые по мобилизации уже попали в СВО, поэтому для меня это, как сказать, не просто где-то, абы где-то, да, это уже как-то близко, уже совсем рядом. Не все в окружении Александра приняли его выбор, и часто он слышал вопрос: «Зачем тебе это? Это не твоя война». Я сказал, что я помогу нашим ребятам, спасу, получается, все равно же наши едут, они же чей-то сын, чей-то муж, чей-то брат. Вот, обладая в хирургическом плане навыки свои, я решил, что могу спасти наших ребят во время непосредственно каких-то действий, которым потребуется экстренное оперативное вмешательство. В этом плане, поэтому поехал. Александр подписал контракт через отряд «Ботур». После 2 месяцев интенсивных тренировок в центре подготовки пришел приказ выезжать в зону боевых действий. В начале 23 года добрались до Ростова-на-Дону. Пару дней проходили боевое слаживание, а после погрузились на армейские Уралы и направились в зону боевых действий. Да, это было в январе, жуть холодно, потому что мы сидели в неотапливаемом сзади, получается, в кузове, прикрытые тентом. На первый взгляд скажешь, там, -8, -10, да, ничего особенного. Но когда в одном месте сидишь, не двигаясь, вот это все, едешь, сколько, может, больше 8 часов ехали. Давал себе знать, потому что после этого у всех, большинства, скажем, не соврать, чтобы так появились, какие-то респираторные заболевания. Вот так вот. Поэтому, когда поехали, у некоторых были температура, кашель в этом плане. Обострение хронических заболеваний. Но как бы то ни было, ребята доехали до деревни, где было расквартировано их формирование. И начались военные будни. Как и планировалось изначально, Александр взял на себя медицинское сопровождение и организовал в месте дислокации лазарет. Там уже было лекарственные средства, и хирургические инструменты, которые я привез, получается. Оборудовали такой скажем, лазарет маленький, да. Должны в то время, первую половину, скажем, срока своего, там должны были перевозить раненых ко мне. В основном это были перевязки ранений, потому что дальше пути эвакуации, там очень хорошо работала эвакуация. Не ждали там часами, днями, а все быстро. В течение получаса прилетела эвакуационная машина. Загружали больных, и она ехала дальше. По пути этап эвакуации проводил дальше. То есть в той деревне, где я сперва локализовался, там, скажем, уже моей работы было, уже не нужно. Потому что быстро переезжала машина эвакуации и забирала больных, раненых. На какое-то время дипломированному нейрохирургу пришлось стать участковым терапевтом. Климат на новых территориях непривычен для бойцов с Дальнего Востока. Каждый день к врачу обращались солдаты с кашлем, насморком и температурой. В Украине, получается, в блиндажах сырость конкретно. Там либо надо отапливать все время, что летом тоже так, себя выдавать, но под утро все, что там снизу находится, если это закрытые участки, как у нас было, там как в теплице, влажность высокая, очень высокая. Поэтому хронические заболевания респираторные, у которых были у людей, они давали себе знать очень часто. В осенний, получается, весенне-летний период, когда идет
снег обильный, потом дожди, вся эта сырость, которая тает, потом вниз земля уходит в блиндажам к нам. Все это получается, ну, как в парнике живешь. А вечерами холодно, получается, ночью холодно, а днем жарко. Ну, и получается конденсат такой внутри окопа, как в бане. Ну, ночью прохладно, и вот так вот. Поэтому респираторные заболевания там было очень частое явление. Но не все время медик проводил в лазарете, выписывая противовирусное и меняя термометры. Бывал он и на линии боевого соприкосновения. Там ему приходилось не только спасать раненых, но и охотиться на дроны. Потому что дронов было тогда много. У нас была тогда антидронная пушка. Была, ну, как и есть, наверное, до сих пор. Которая останавливала. Но мы в засаде ждали. То есть мы себя не выдавали. Ждали, ну, как вражескую, получается, птичку. И отстреливали. Когда дрон пушкой вот направляешь, он застывает на месте. В это время второй номер из автомата, получается, расстреливал вот эти птички вражеские. Начали эти наши ребята из разведки, потом переняли, да, такой вот метод. Потому что, ну, дрон пушки начали поставляться, получается. То есть снабжение тоже работало. Первые, когда вот были, появилась вот, первый вот, дрон-пушка, мы как-то не особо верили в его. Одна пушка. Потом ребята доложили, то, что, ну, да, хорошо останавливает, и есть такое, да. Ну, со временем, через несколько месяцев оно уже не останавливает. То есть шло вот какой-то вот, ну, гонка вооружений, можно сказать, действие и противодействие. Когда он было, да, они на одном дроне летали, но с одной частотой у нас появился вот дрон-пушка, которую гасила. А потом они видят, что у них эффективность падает, сделали как-то другую, а уже наша пушка перестала работать. Пока вот новая не появится, вот так вот шло вот шаг за шагом. Куда больше Александру запомнились артиллерийские обстрелы. Особенно первый, который ему пришлось пережить на втором месяце службы. Земля содрогалась, а адреналин в крови зашкаливал. Столб после снаряда вот, земли вот так вот вырывается, вверх летит, а потом медленно падает большими кусками. Тогда успели, благо первый снаряд попал где-то метров 15, ну, максимум 15 от нас. Вот так. Ну, мы тогда еще были, получается, в укрытии, а не так вот шли по голой земле, не стояли, а были в укрытии, поэтому у нас осколки не задели. Да, прилетало, но никого не ранило. Потом мы побежали, получается, после первого обстрела еще вглубь землю, получается. Из здания в землю, в укрытие. Мы там переждали выстрелы. Тогда было несколько ребят, которые, да, были, скажем, ошеломлены этим. Первый раз такое было в жизни каждого из нас. Может, там были ветераны. Но для нас, для всех, вот этот вот артобстрел показался что-то... мы ощутили себя вообще беспомощными перед этой силой, получается, перед артиллерией. Мы ничего не сможем сделать. Просто враг вдалеке. У него тогда еще и уже начали использовать вот эти мелкие дроны для разведок. Поэтому они били прицельно, пока не начала работать наша контрбатарейная. Тогда только переставали. Наличие антидроновой пушки в первые месяцы боев – показатель хорошего снабжения. Оружие, боеприпасы, продовольствие – всем этим бойцы были обеспечены в достатке. Да и окружающая среда была богата – фрукты, овощи, рыба, дичь. Тем более для ребят из Якутии, которые с ранних лет на «ты» с охотничьим промыслом. Клубничные поля, помню, ну, вот растения, черешня, вишня там была. Вот, да, все это процветает очень хорошо. И рассказывают, что ребята там по осени можно яблоки, груши, винограды. Все это есть, ну, скажем, от природы можно взять. И еще плюс охота. Утки по весне. Рыболовством занимались. Рыболовством, да. Толстолобики. Вот эти большие рыбы, которые были через сеть ловили.
кабаны не последнюю очередь, да, кабаны, фазаны, зайцы, там, зайцы большие такие, не то что наши. Большую поддержку оказывала и республика. И важна она была не столько для выживания, сколько для понимания, что о тебе помнят, о тебе заботятся и хотят, чтобы малая родина была всегда с тобой рядом. Самое то, что запомнилось мне, это было продовольствие. Уха. Это вообще было классно, вот когда вот нам, когда это было, не соврать, это ко Дню Победы, наверное, было тогда, в начале мая, по-моему, подвоз вот этот, самое вот такое вот запоминающее уха из наших, потому что рыба, вот там, где вот мы ловили, получается, ну, как-то не шло, ну как-то не очень-то мы это воспринимали как, ну, не то было совсем по вкусу, да, это совсем другая рыба получается. А когда вот уху попробовали, ну, это было очень хорошо так. И у нас эти постилки были из брусники, отправляли, тоже очень классное было, потому что там, ну, получается, как воспоминания очень хорошо вот сидишь вдали от родины, вот что-то вот как повседневное из нашей жизни, из прошлого пробуешь, ну, сразу легко становится. Ну, думается, что как побывал дома, что когда уху. Вот. Вот было такое самое запоминающееся. Ну и продовольствие, ну, не только к 9 мая, но и 23-го было, ну, по праздничным дням. Вот. Но обеспечение было у нас достаточно на высоком уровне. Именно в тот момент, когда Александр Егоров был на СВО, из республики стали отправлять теперь уже легендарные квадроциклы ЕКТ «Сокол». И тогда они проходили первые испытания украинской грязью. Вот очень хорошая вещь, потому что у нас, когда в весенний период вот это началось, таяние, да, грязь, все, большие машины даже на чуть-чуть горочку подняться не могут, они уже пробуксовывают, стоят на месте. И они становятся очень хорошей целью для дронов, таких, сбросниками. Тогда еще не было таких в пользовании многократно вот и First Person Vision дронов, да, FPV дронов, как говорят. Таких не было. Ну, были единичные, вот, единицы, все. Раз в 3 дня, может быть, такой прилетит один раз, все. А вот с сбросниками, да, были. С вогами, с гранатами, они все были. Вот они становились очень хорошей целью. Если они оставались на ночь, то это уже прилетала уже большая вот эта, как гексакоптер называется, ну, баба-яга большая. Ну, и сбрасывала там еще минометные мины 80-го калибра уже. Это уже так. Поэтому квадроциклы в грязи очень хорошо показывают себя. Как будто их нету даже. Он спокойно ездит. Хорошая грузоподъемность была. Поэтому на «Соколах» в основном это было снабжение боеприпасов, продовольствия и эвакуация раненых на «Соколине». Вот. И ротацию мы проводили. Но все-таки главным ресурсом во время боевых действий Александр считает людей, их взаимоотношения и отношение к происходящему. Ребята у нас попались очень грамотные, мои сослуживцы. Ребята с разведки, артиллеристы, вот, и дронщики тоже. Очень хорошо организованно, слаженно работали. Ну, как сказать, ну, никто на себя одеяло не тянул. Вот этом была вся прелесть. Все работали слаженно. Вот понравилось мне. Ну, как это благодаря командованию, получается, нашему, да, и комбату. Ну, такого, чтобы конфронтаций жестких не было. Вот. Никто же, говорю, опять же, никто на себя одеяло не тянул. Если какое-то вот был продвижение врага, все это быстренько докладывались по цепочке. И ну, то есть не только по нашей линии, получается, ну, то есть если мы обнаруживали, мы давали знать всем другим ребятам, да, и получается, и, соответственно, и с Минобороны ребята, мобилизованные контрактники, они то же самое делали. То есть все были, ну, как с одной цепочки, хотя мы разные структуры, можно сказать, да, но мы там на переке уже, ну, границы стерлись вот это вот, понимание, вот, ты вот мобилизованный контрактник, ты вообще из Батура, да, доброволец, ну, такого не было.
Вот в чем был тот момент, когда вот в направлении еще наше командование хорошо разговаривало, общалось также с их командованием, получается. Вот была такая вот слаженная работа. Для таких отношений уже давно используется термин «боевое братство». Александр, как профессиональный врач, сравнивает боевое братство с организмом человека, где все органы и мышцы связаны друг с другом и работают сообща. Ну, это человек, которому, вот, посмотрите, вот больше никого нет. Вот, скажем, если ты останешься один на один, это самый близкий тебе человек. Все, от него может зависеть твоя жизнь. Или же выполнение задачи поставленной. Вот, получается, вот, это твоя половина, вы как одно целое, получается. Вы должны быть одним целым, чтобы достичь какой-то цели. Если вы будете разнобой, этого никогда не получится. Вот поэтому и братство — это как руки, ноги, да, вот как части тела одного организма, получается, одного целого. Вот такой вот. Это неотъемлемая часть, получается, нашего, как тогда, когда были на фронте, вот все может зависеть от него. Или наоборот, он все может зависеть от тебя для него. Вот в этом плане. Человек, которому ты доверяешь. Полгода контракта прошли довольно быстро. В боевой обстановке не особо задумываешься, провел ты тут 3 недели или уже 3 месяца. Все могло измениться в одночасье, поэтому я не считал сам, сколько осталось. Ребята говорили, вот столько-то осталось. Те, которые со мной пришли, которыми я вместе пошли туда, они сказали, вот столько дней. Ну, хорошо, все. На этом все, можно сказать, неделя. Вот днями нет, такого не было, чтобы считал. Или там неделями, месяцами, да. Вот месяц мы здесь, да. Это вот так вот в этом плане. Месяц остался, вот, это все. Когда вот считаешь, оно растягивается, как будто больше становится. Вот. А когда ты живешь, повседневно, получается, не то, что повседневно, когда не думаешь, вот тогда время быстро полетает. Выполнил ту задачу на сегодня, да, все, ты концентрирован только на выполнении этой задачи. Выполнил, разведка или противодействие дронам, вот в этом плане, да. Или же, вот, бывает такое, что бытовые задачи какие-то поставлены. Надо найти новые укрытия, раскопать что-то, какие-то новые блиндажи в этом плане. Тогда время быстро идет. Или же минирование вот, предстоящее. Вот, возможно, прорыв будет вот здесь вот, да, назначен. Вот, там идешь минировать. То есть вы уже поняли, что я занимался не только медициной, да, получается, но были и поставлены другие задачи. Вот, я к ним присоединялся с ребятами. Вот. Это же и так, скажем, выполнение боевых задач, обустройство быта, охота. Все это было очень хорошо, как сказать. Тогда время пролетает быстро. Уезжая из расположения, Александр не сразу осознал, что для него боевые будни закончились. Настолько сильно они укоренились в сознании. К некоторым вещам на гражданке приходилось привыкать заново. Вот когда границу пересекли, ребята сказали, все у нас, мы закончили, мы выполнили свой контракт. Да, есть такое. Да, там, знаете, как обыденно, да, сделали, хорошо, улыбаешься. А вот, прилетаешь сюда. А у тебя вот это вот настрой, который ты на волне был, да, вот остался. Вот, даже когда вот дома уже по истечении нескольких месяцев, только начинаешь вот от этого отвыкать. Вот тогда ты начинаешь понимать. Может, у кого-то отвыкание произошло, может, неделю, там, дни, а у кого-то затягивается месяцами. Вот так. У меня, например, первые недели, было трудно спать, наверное. Тихо. И там уже можно, как спишь, там, по 3 часа, да? Можешь по полчаса спать несколько раз в день. А вот полчаса уснул и просыпаешься и не понимаешь, где находишься. Это кратковременно, конечно, не сразу так вот. Отвыкание, несколько недель, наверное, было. А потом уже так, уже отлегло, легкость появилась, да, все отпустило.
Ну, тогда он был хорошо, понимая того, что все закончилось, что я дома. Начнем с первого. Да. Многие говорят о том, что сколько бы времени ты не провел на фронте, будь то неделя, месяц или полгода, все равно ты возвращаешься уже другим. Вот вы на себе как-то ощутили, что вы стали другим человеком, другой личностью, или просто какие-то изменения произошли? Так, конечно, будут изменения у всех по-разному, в зависимости от выполнения задач, поставленных, сопряженных с рисками для жизни. Но для себя я отмечу, что я очень стал ценить время сопровождения со своей семьей. Вот, время, уделенное своей семье, своим детям, жене, вот это самое главное. Я как бы переосознал, можно сказать, все эти моменты после того, как я вернулся после 6 месяцев службы. И, конечно же, все мы с нетерпением ждем момента, когда все это закончится. Естественно, это закончится для нас победой. Да, безусловно. Что для вас значит закончить СВО победой? Для нас завершить победой – это не только разгром, получается, фашистской, такие, не нацистской настроенной правления на Украине, но это то, которое отстаивание своих интересов по всему миру, особенно вот на Западе. То, что с нами начали, не игнорировать. Вот у них сейчас выражено такое русофобское отношение. Да, вы понимаете, что это у нас. Нас ненавидят, нас не любят. Вот именно, вот, чтобы все это у них кануло в лето. Вот тогда только будет настоящая победа. Вот будет что-либо оставаться где-то, да, вот этот вот гной, так скажем, да, вот, он все равно будет о себе давать знать. Но надо это искоренять полностью, но это не десятилетиями, но это может быть понадобится несколько, на протяжении нескольких десятилетий, возможно, даже будет. Но в итоге мы все равно это... Да, конечно, победа будет за нами.